Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о том, что было с Астраханью после ее завоевания и какие отношения складывались у новой администрации с Ногайской Ордой. Вперед! С самого начала правления русских воевод в завоеванном Астраханском ханстве обнаружились противоречия в их ногайской политике. Чем бы ни прельщал царь Иван IV Бия Исмаила, склоняя его к поддержке завоевания Нижнего Поволжья, в действительности интересы степных соседей учитывались Москвой в наименьшей степени. Уже в сентябре 1556 года воеводы новоприсоединенного царства Черемисинов и Колупаев рапортовали, что укрепились в городе, дабы бесстрашно сидеть, и по Волге казаков и стрельцов расставили, и отняли всю волю у Ногая и у астраханцев, рыбные ловли и перевозы все. Исмаил, отбивавшийся тогда от враждебных мирс, не имел ни сил, ни времени отстаивать какие-то свои полномочия в Астрахани перед грозным московским покровителем. В мае 1557 он прислал к воеводам сыновей для торжественного объявления правды от лица Бии и всех мирс его лагеря. Они обещали примить во всем государю и даже побратались с Иваном Черемисиновым. Следующую зиму Исмаил провел возле города, его улусы торговали и зимовали повольно и полюбовно. При учреждении воеводского управления нижневолжским наместникам предписывалось жить с кочевыми соседями в дружбе, и торгбы добро давали Ногаям. При междоусобных конфликтах на востоке следовало отряжать в помощь Исмаилу стрельцов, а в случае его поражения предоставлять ему приют у города. Уверенные в этих гарантиях, Ногаи сначала доверчиво и кочевали, и зимовали под Астраханью, торговали и зимовали во всю зиму в Астрахани повольно и полюбовно. Но идиллии в отношениях кочевников с царскими наместниками не получилось. Астраханское воеводство пока являлось в сущности российским анклавом, очутившись в далекой степи, в окружении чуждого кочевого мира, воеводы стремились сразу поставить себя как мощную силу, грозную для жителей соседних юртов. Не прошло и года после учреждения русской администрации в Астрахани, как Черемисинов ногайские улусы воевал и в полон поймал. Он грабил и захватывал в полон намадов, которые пытались перебраться на крымскую сторону через подведомственную ему переправу. Пленных ногаев держали в городе, некоторых продавали. Не только для выгоды от работорговли астраханцы совершали набеги на восток. После бегства татарского населения из юрта требовалось заселить бывшую столицу ханства и ее окрестности, чтобы русский гарнизон мог получать содержание и пропитание от местных жителей, не полагаясь во всем на поставки из верховых городов. Уже в результате привода полона из первых походов, очевидно, начало формироваться население приастраханских юртов. Едва ли царские доверенные функционеры, даже оказавшись на огромном расстоянии от столицы, рискнули бы пойти на конфликт с ослабленной, но еще могущественной Ногайской Ордой ради одной лишь наживы. Очевидно, основная цель их действий сводилась к заселению пустого города и его окрестностей, увеличению количества податных людей. Ведь Исмаил Бей в одном из своих писем проговорился, что воевода переманивает к себе наших людей татар, а обманывает их. Я, дескать, вас стану кормить. Позже от описаний бесчинств Черемисинова Бий перешел к просьбам о его замене. Иван Черемисинов был в итоге заменен Иваном Выродковым, но у нового воевода отношения с ногаями сложились еще более драматично. В отличие от своего предшественника, он позволял эмигрантам из Орды переправляться на правобережье. Многие оседали в Астрахани, и воевода отказывался высылать их обратно в степи. Те ногаи, что селились в пределах действия его власти, начинали платить ясак хлебом и рыбой, естественно, в городскую казну, а не в ставку Бия. Все это удвоило возмущение Исмаила. Он требовал от царя выговорить наместнику, дабы тот перестал действовать против его, Исмаила, выгоды. Среди прочих в Астрахани обосновались некоторые сыновья Юсуфа, что тоже выводило из себя Бия Исмаила. В 1560 году Выродков в Сараичук посылал людей войною, да поймали полон. Неоднократно случались мелкие стычки между ногаями и русскими астраханцами из-за рыбных ловель, охотничьих угодий и прочего.
Со временем претензии к царским наместникам накапливались. В Астрахань бежали из Орды русские, литовские и немецкие полонянники. Воеводы не только отказывались выдавать их обратно, но даже не возвращали мерзам лошадей, на которых совершались побеги. Английский дипломат и путешественник Дженкинсон заметил, что воеводы могли пойти в крайнем случае лишь на выдачу нерусских беглецов. Русских же освобождали и брали под свою защиту. Для увеличения славянского населения подвластных владений еще Черемисинов склонил к побегу всех русских из владений Бея Исмаила. Свою кавалерию царская администрация Нижнего Поволжья пополняла путем регулярных угонов нагайских табунов, что тоже вызывало недоумение и протесты кочевых правителей. Не гнушались служилые и грабежом стойбищ. Подобные инциденты осложняли и без того непростое положение Исмаила среди мангытской аристократии. Не выдержав нападений русских и нападок нагаев, Бей уже начал подумывать о союзе с Бахчисараем. И хотя Выродков не пропустил его посольство к Давлет-Гирею, в Москве поняли, что на Нижней Волге зреет тяжелый конфликт, и в очередной раз постановили сменить наместника в Астрахани. Летом 1561 года на воеводу была наложена опала, и его арестованного увезли ко двору. Астраханские дела возложили на Игнатия Заболоцкого и Григория Злобина. Через несколько месяцев Ивану IV была доставлена грамота Исмаила, в которой он обвинял новых назначенцев в организации угона горожанами нагайских лошадей. Таким образом, отношения между русской администрацией новоприсоединенного царства и соседними кочевниками почти сразу были отмечены спорами и скандалами. Инициатива военных походов в степь исходила от воевод. В столице о ней ничего не знали. Иван IV рассвирепел, когда выяснил из писем Мирс, что множество нагаев находится в Астраханском плену. В 1564 году воеводам было приказано освободить всех. Однако массового возвращения их в Орду, видимо, не произошло, и нагаи расселились в юртах под городом. Недовольство нагайской стороны, как правило, не распространялось дальше жалоб в Москву. Ссориться с воеводами намадам было и опасно, и невыгодно, хотя изредка. Они добивались опалы особо бесцеремонных наместников. Через Астрахань поступали к ним хлебные и прочие припасы от царя с 1580-х годов и денежные жалования для биев и мирс. Важнейшей функцией российских властей был контроль над переправами через Нижнюю Волгу, в первую очередь над Астраханской. Эта переправа действовала с незапамятных времен. Может быть, с эпохи Великого Шелкового пути, и торговые караваны еще в Золотой Орде возились с берега на берег в окрестностях Хаджи-Тархана. Воеводы должны были следить за тем, чтобы противники больших нагаев не проникли на левобережье, также за обеспечением проезда нагайских посольств, а также улусов, кочевавших часть года на крымской стороне. Для этого выделялись специальные суда, охрана и перевозчики. За несколько десятилетий сложилась четкая система осуществления и оплаты переправы, отразившаяся в наказных инструкциях воеводам. На Волжские протоки выселялись стрелецкие дозоры, дабы никто не сумел форсировать реку в обход заставы и таможенного поста. Устанавливались пошлины за перевоз с пешеходов. 1 деньга с каждой лошади и коровы, и по 2 деньги с телят, овец, вазов с поклажей. При отсутствии у проезжих денег допускалось взимание платы скотом и всякую рухлядью. Обязательным условием было предъявление перевозчикам проезжей астраханской грамоты с царской печатью царства Астраханского, без которой переправа не разрешалась. Лишь бий Большой Ногайской Орды и его послы могли перемещаться с берега на берег беспрепятственно и бесплатно. Все ограничения касались и русских, и нагаев-кочевников, и юртовцев, полуоседлых жителей Астраханской округи, которых становилось все больше за счет мигрантов из Ногайской Орды. Спасаясь от голода и разорения, ее жители в конце 1550-х собирались под защиту русской администрации. Существенной помощи от воевод они тогда не получили, но возможность пользоваться заступничеством стрельцов, торговлей на городском рынке, полями и рыбными ловлями привлекла массы обнищавших степняков. Волжские низовья традиционно служили зимовьем для улусов правого крыла, и ежегодно на несколько месяцев подданные ногайские нурадина подходили к Астрахани.
Воеводы никогда не возражали против этого и, кажется, напротив, видели в сезонном приближении к ним кочевников шанс увеличить число обитателей воеводства, переманить их в юрты. Первые упоминания о юртах замечены в свидетельствах в начале 1580-х годов. Клерк английской торговой компании Barrow описал пожар, случившийся в феврале 1580 года в поселении ногайских татар в 3/4 мили от Астраханской крепости, называемой юртом. По словам англичанина, тамошние нагаи в количестве 7000 человек являются вассалами русского царя. Можно предполагать, что именно в то время определилась правительственная политика по организации юртов. Да то ли это оказывалось самодеятельностью воевод. Весной 1582 года в город из Москвы была прислана группа астраханских татар во главе с неким Токой Илевым. Местные власти были обязаны разместить их с комфортом и почетом. В задачу Илева с товарищами входила вербовка намадов в служилые татары. Никого из новонабранных нагаев не следовало отпускать в столицу. Они должны были жить тут же под присмотром воевод в качестве юртовских людей, из которых замышлялось сформировать целую служилую прослойку. Юртовцы делились на пятерки табуны во главе с табунными головами. В город они допускались без оружия, небольшими группами и в сопровождении приставов, и только в послеобеденное время, когда прекращали работу базары. Во избежание каких-то конфликтов с властями юрты запрещалось обносить укреплениями. Лишь во второй половине 17 века из-за калмыцких набегов их разрешили окружить изгородью. Вооружение юртовцам выдавалось только на зимнее время, когда ожидался приход калмыков. К лету оно изымалось. По мере распада Большой Ногайской Орды под Астраханью стали селиться не только рядовые улусники, но и мирзы, получая название астраханских. Сначала они имели право вершить суд над юртовцами, но со временем функция судебной расправы перешла к воеводам. От этих мирз в город выделялись заложники-аманаты. Институт и вся система заложничества была заимствована русскими из тюрко-ордынской государственности, которая в свою очередь унаследовала их из старой мусульманской практики в отношении с кочевниками. Первые аманаты были даны ногайским биемурусам и мирзами крымскому царевичу Мурат-Гирею, присланному Иваном IV в Астрахань летом 1586 года для налаживания, в том числе расстроенных отношений с большими ногаями. Урус, в то время решивший замириться с Россией, согласился прислать заложников именно царевичу Гирею. Вряд ли он отправил бы родичей непосредственно к воеводам. Но на практике ногайскими аманатами стали распоряжаться именно они. Ограниченные в аманатство по жребию и уговорам родственников мирзы добровольно соглашались селиться на закладном дворе на определенный срок, чаще всего на год, до замены другим мирзой. А неволею послать в Астрахань в заклады их не уметь. Отправляться в аманаты на долгое время вызывались лишь безулусные аристократы, тем же, под началом у которых находились скотоводческое население, в случае долгого отсутствия грозил распад удела. Мирза Джан Мухаммед бин Дин Мухаммед сетовал, что обретался в закладе более 5 лет, и за это время улусных моих людей на поле без меня недруги мои от меня отзывали. По мере ослабления нагаев в системе аманатства все более стал проявляться воеводский произвол. В заложники могли попасть малолетние мирзы, чего ранее не допускалось. 2 детей или подростков воеводы уравнивали с одним взрослым. Все чаще закладной двор становился местом заточения для обвиненных или заподозренных в измене государю. Порой там содержались жены и дети отступников. Если для оберегания от калмыков или от враждебных мирз в улусы посылался стрелецкий отряд, то гарантией его безопасности в степи тоже служили дополнительные аманаты. На протяжении второй половины XVI века порядок отношений астраханских властей с ногаями складывался во многом стихийно из самого факта близкого соседства их. В начале XVII века началось постепенное и официальное делегирование воеводам полномочий посольского приказа по связям с биями и мирзами. По указу царя Бориса Годунова от декабря 1602 года воеводы отныне должны были представлять монарха в сношениях с Большой Ногайской Ордой, для чего в переписке с ее предводителями не просто рекомендоваться князьями и воеводами, а использовать малый царский титул,
Божию милостью великого государя-царя и великого князя Бориса Федоровича всея России, самодержавца и многих государств, государя и обладателя его царского величия, от боярина и воеводы Астраханского Бию Иштыряку и Мирзам сообщили, что теперь обо всех своих делах им надлежит обращаться не в Москву, а в Астрахань. А уже воеводы станут извещать государя, который через воевод же будет объявлять свои решения. Общий объем компетенций и обязанностей воевод стал очерчиваться в наказах, выдаваемых им в Москве при назначении. Предписывалось привлекать в сферу своего надзора улусы больших нагаев, разбредавшихся по степям, пресекать грабежи и бесчинства стрельцов и жилецких людей по отношению к намадам, разбирать внутринагайские конфликты, исправно содержать и переменять аманатов и так далее. Именно астраханским воеводам отныне было доверено введение в должность последних нагайских верховных правителей – биев, нурадинов, а также киковатов и тайбу. Друзья, мы, как всегда, рады видеть вашу активность под видео. Поэтому ставьте мощные лайки и подписывайтесь на наш канал. А также знакомьтесь с историей вместе с нами. С вами был Ренат Хабибуллин, Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булагыз и до новых встреч. Пока.